Дорогие наши выпускники, дорогие гости, дорогие родители, дорогие преподаватели нашего лицея. Последний праздник в этом учебном году. Замечательный праздник, праздник выпускного вечера. Сегодня мы выпускаем 29 ребят. И сегодня, конечно, особо торжественная процедура вручения дипломов. Для проведения торжественной части выпускного вечера мы просим подняться на сцену нашего уважаемого гостя, народного артиста СССР, профессора, завкафедрой, академика Академии славянских наук Ровда Виктора Владимировича. Мы просим подняться на сцену директора нашего лицея Владимира Михайловича Кузьменко. Мы просим подняться на сцену замдиректора по специальным дисциплинам Ариадну Николаевну Бужаловскую. Мы просим подняться на эту сцену замдиректора по общеобразовательному циклу Эльвиру Эдуардовну Оседовскую. Замдиректора по концертной деятельности Потапенко Ларису Федоровну. А также мы просим подняться на эту сцену классных руководителей Людмилу Михайловну Романовскую, поскольку я уже на сцене, Кириченко Федоровну. Для проведения торжественной части выпускного вечера слово предоставляется директору нашего лицея Владимиру Михайловичу Кузьменко. Дорогие и уважаемые такие родители, как всегда, трепетно, как всегда, волнительно выходить на эту сцену и видеть в последний раз в роли учащихся бывших лицея сегодня еще, как бы ученики, поскольку дипломы еще не в кармане, вот этих удивительных детей. Радостно сознавать, что мы с вами дожили еще до этого счастливого мгновения, когда мы можем всех поприветствовать, когда мы можем каждому из них сказать добрые слова, поздравить их с колоссальными успехами, колоссальной работой, поблагодарить от их имени и от нашего имени удивительную работу наших педагогов, которые сумели, скушав с ними не один пуд соли, прийти с этими замечательными результатами. Сегодня мы можем еще и еще раз гордиться их достижениями, их успехами, потому что в этот вот светлый музыкантский путь выплывает еще одна порция настоящих специалистов, которые, я убежден, с гордостью и честью пронесут звание выпускника Республиканского лицея при Белорусской академии музыки. Я не хочу быть сегодня многословным, много уже меня здесь слышали. Я хочу еще и еще раз их всех поздравить, пожелать им вот таких же радостных глаз, сохранить на долгие-долгие годы, как бы тяжко ни было, чтобы им все-таки всегда светило вот это, так сказать, настоящее искусство, наша высокая музыка и имя лицей. Добрый путь, мои дорогие. Всего светлого. От повинності справжньої, а в випуску навчальних середніх спеціальних навчальних установ і рішення кваліфікаційної комісії лічить скончившими Республіканський ліцей при Белорусской академии музыки, выдать дипломы установленного узору и присвоить отповедные квалификации наступным навчальцам по специальности фортепиано с присвоением квалификации концертмейстер выдать диплом особого узору Гавриловой Татьяне Юрьевне.
Олег Ледорецьку. Святослав отримає кваліфікацію і викладчика дитячої музичної школи. Это теперь мой мальчик. Наташа. Наташа пришла к нам взять. Буде диплом Масліку Денису Віталійовичу. І видасть диплом Петрову Олексію Олександровичу. Щербаковой Юлии Анатольевне.
главный артист оркестра, ансамбля, выдаст диплом особого узору Пригожаевой Зинаиде Дмитриевне. Зиночку поздравляю. Зиночка — это наша умница, это наша совесть, она как родничок. Она настолько, у нее вот такая доброта, что иногда я там распыляюсь, ругаться начинаю, а когда я посмотрю в ее глаза, и сразу как будто прилетаю спокойствие. Ну и к тому же вот тихо-тихо, но она молодец, она закончила блестящий лицей, умница. Желаю всего. Присвоением квалификации артист оркестра ансамбля выдаст диплом особого узору Зайцевой Марии Александровны. Особого узору Чурилову Гранду Геннадьевну. Квалификации артист оркестра ансамбля выдаст диплом особого узору Халамовой Таисии Сергеевны. По специальности теория музыки, присвоением квалификации выкладчик дитячей музычной школы, выдаст диплом особого узору Акрашонок Инне Петровне. Я почему с удовольствием вручаю ей диплом? Она моя соседка. Мы с ней живем через один подъезд. И уже лет 15 я за ней наблюдаю. Вы знаете ли, такой скромной девушки, решительной, убедительной, такого возраста наблюдаю, я заметил в ней качество вампира. Это типичный вампир, который из жизни высасывает все. Из теории, из музыки, из рояля, правда, не из хора. И поэтому, глядя на нее, я узнал, там где-то в волках витали такие правды, что она как будто хочет куда-то в другой город уехать на учебу. Это хорошо, но не забывайте свою теперешнюю альма-матер, не забывайте про нас всех. Я вот вчера, кто видел по телевидению, вчера я разговаривал с Ельциным и с Лукашенко, находясь в Полесье, так пожимали руку, говорят друг другу. Лукашенко сильный, мощный рука, понимаете, это как обсудить как легче. Ельцин мягче. Да. А вот в канун я имел удовольствие вручить 28 дипломов в музыкальном училище. Совершенно случайно я узнал, меня пригласили, да. Я 28 раз посылал ручку девочкам, а один раз пятерку. Поэтому позвольте мне при вас девушек посылать. Инночка, это действительно Виктор Владимирович правильно сказал, это удивительный ребенок.
Удивительный, потому что вот именно когда она перешла в теоретическое отделение, она нашла свое призвание. Она стала действительно это, ну, просто каким-то потенциалом творчества, потому как вот вы увидите сегодня элементы и многих ее сочинений, и подготовка капустников очень по многому делается ей. И вообще, конечно, это совершенно прелестная, очень воспитанная, очень интеллигентная девочка. Ну, это, вы знаете, как кавказская пленница, вот. И красавица, и комсомолка, и вообще вот все это действительно правильно. Вот своего рода все от жизни взять. И я, конечно, желаю Анечке только счастья обрести. Но я думаю, что она не может быть несчастливой. При своїй кваліфікації викладачів дитячої музичної школи видать диплом особого узору Сляповичу Дмитрию Вікторовичу. Поздравляю, наш второй теоретик класса. И тоже замечательно. Мне очень вообще нравится, потому что вот они все пошли в 9 класс, стали теоретиками. А мне нравится с ними вот такая неистребимый интерес. Или это вообще качество, присущее теоретикам. Ну, ко всему, буквально. Вот такая любознательность, энергия жизни. И колоссальная работоспособность. И еще, конечно, это очень добрый, очень мягкий мальчик, такой, который ко всем ребятам очень хорошо в классе всегда относился. И, конечно, я ему желаю тоже успеха в консерватории. По специальности духовые инструменты выдать диплом особого узору Кунченку Валерию Александровичу. Добрички, вопрос. Валя. Духовые инструменты с присвоением квалификации артист оркестра, ансамбля выдать диплом особого узору Полищуку Роману Владимировичу. С присвоением квалификации артист оркестра, ансамбля выдать диплом Дорохину Александру Владимировичу. Ну, вы знаете, Квалификация артист оркестра, ансамбля выдать диплом Амосову Андрею Анатольевичу. Народного конкурса. Значит, это будет.
последнее слово лицеиста, пока еще лицеист. Я с дрожью в руках и с болью в сердце беру этот диплом. Мне очень не хочется расставаться с лицеем, который дал мне море, нет, океан, даже 2 океана любви, который я смог это все принять на себя, и в котором я провел большую часть своей жизни. Ariadna Николаевна не даст собраться, это буду каждый вечер. Ну, это все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Все? Хороший мальчик. Ну, на в нем. Присвоением квалификации артиста оркестра ансамбля выдает диплом Бенедиктович Любови Леонидовне. Присвоением квалификации артист оркестра ансамбля выдает диплом Татаринскому Александру Иосифовичу. Саша, Я от своего имени хочу сказать несколько слов в адрес тех педагогов, с которыми мне пришлось столкнуться за время учебы в этом лицее. И хочу сказать им огромное спасибо, несмотря на те все неприятности, которые нам пришлось пережить вместе. И это такие педагоги, как Наталья Ивановна Граненко, Марина Евгеньевна Парахомниченко, также мой любимый классный педагог Людмила Михайловна, Леонид Ефимович. От всего сердца прошу вас прощения. Извините, пожалуйста. По специальности народные инструменты с присвоением квалификации артист оркестра ансамбля выдает диплом особого узора Анохиной Екатерине Викторовне. Лауреату международных конкурсов. Присвоением квалификации артист оркестра ансамбля выдает диплом Отрадному Дмитрию Игоревичу, лауреату международного конкурса Германии. Еще шаховики. Ой, где же всех.
ансамбля выдать диплом особого узору Когда аккуратненько Филипповцу у нас идет. Павлу Францевичу. Где он разговаривает? Ой, Я уже один раз Рівень кваліфікації помощник керівника хору, артист хору, ансамбля, видать диплом особого узору Маслакову Владимиру Николаевичу. крупный круг. по предыдущему мальчика, я скажу, что я шагунов люблю. И очень озорных людей люблю. Как- При своей квалификации помощник керівника хору, артист хору и ансамбля, выдать диплом Дрибасу Ивану Анатольевичу. Мальчика у нас был, конечно. При своей квалификации помощник керівника хору, артист хору, ансамбля, выдать диплом Клочко Дмитрию Алексеевичу. Наш Митенька Клочко тоже не был. Квалификации помощник керівника хору, артист хору, ансамбля, выдать диплом Сидорчику Антону Игоревичу. По специальности ударные инструменты. Вы знаете, Я бы еще хотел сказать пару слов Ласковый. в адрес педагогов, учителей. Докажите. Я бы хотел пожелать им большого в общем-то, благодаря которым появились на свет такие замечательные дети. Мы с Людмилой Михайловной смеялись. Б-класс – это женихи, как на свадьбе. И поэтому, так сказать, со стороны нашего жениха Б-класса сейчас выступит мама Вани Макоеда, Макоед Марина Владимировна. Попросим вас. Дорогие выпускники, сегодня у вас самый торжественный и, наверное, самый-самый прекрасный день в вашей жизни, потому что прошли многие трудные дни, месяцы, годы, пока вы не стали вот сейчас, я вас всех видела, красивых, молодых, очень обаятельных, талантливых, но вы бы, конечно, не стали такими, если бы у вас не было вот тех педагогов, которые присутствуют в зале и которые находятся здесь.
Большое спасибо вашему директору и нашему директору Владимиру Михайловичу, что он помог вам всем в ваших творческих изысканиях, может быть, поисках. Вы знаете что, я вот уже не могу без слез даже это произносить, потому что, наверное, как и любая мама, очень переживает, очень волнуется за своих детей. Ну и хочу сказать, низкий поклон вам, родители. Вы в них, в наших детей, вложили частичку своего сердца, частичку своей души. И, наверное, если бы вы не были все так преданы музыке, искусству, то из наших бы детей, наверное, не получилось тех музыкантов, тех, и хористов, и пианистов. Я уже не хочу всех перечислять, если бы просто не было таких замечательных, таких талантливых, ну, наверное, самых добрых в мире педагогов. Спасибо. Выступит папа одного из моих любимых мальчиков Саша Дорохина. Владимир Васильевич, мы просим вас на сцену. Просто Владимир Васильевич вы видите чаще, чем других пап. И он всегда очень внимательно относился ко всем проблемам и лицея, и нашего класса. Если бы он знал, что его... Дорогие выпускники, что бы я хотел сказать? Сейчас как-то неожиданно, я, честно говоря, не ожидал, что меня позовут из зала. Но, вы знаете, в музыке есть такое явление, когда какое-то одно музыкальное, когда заключительный аккорд одного музыкального построения, он же равняется первому аккорду следующего музыкального построения. Кажется, у теоретиков это называется вторгающийся каданс, да? Вот у вас сегодня такой вторгающийся каданс. Закончился один период вашей жизни, начинается новый период. Но обычно в это время всегда говорят представители старшего поколения различные напутственные слова. Но их уже было сказано сегодня достаточно, и я повторяться не буду. Я скажу только об одном. Значит, в течение, вот, наверное, 11 лет, которые вы учились, у вас где-то перед глазами, вернее так, вдали все маячила вот эта вот свобода, которую вы наконец должны будете получить. Свободу во всем, свободу в творчестве, свободу от, так сказать, от учебных занятий. И вот сегодня, наконец, вы вместе с дипломом получили эту свободу. Но свобода — это очень дорогая вещь. Ее просто так не дают. Свобода всегда завоевывается сложно. И сегодня вместе с этой свободой вы получаете один очень такой небольшой, но существенный довес. Он называется ответственность. Знаете, это вот в лицее вы могли там пошалить, побезобразничать, и все как бы сходило с рук. Вот. Почему? Да просто потому, что вся ответственность лежала не на вас, а на ваших учителях, на ваших родителях. А сегодня вы взваливаете всю эту ответственность себе на плечи. И от того, как вы распорядитесь этой свободой, я хотел бы пожелать, чтобы вы вашей свободой распорядились очень, очень умно, очень хорошо. Понимаете, так, что вы знаете, сейчас классик этот уже не очень модный, который говорит о том, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и потраченное время. Понимаете, я желаю, чтобы вы вашей свободой распорядились вот так вот, хорошо. И еще, значит, как преподаватель Белорусской академии музыки, я хочу сказать, что мы очень ждем вас, вот таких вот молодых людей, красивых, талантливых, значит, обнадеживающих в своем творчестве, потому что именно вам мы хотим передать любимое дело нашей жизни, то, что мы, так сказать, всю жизнь делаем, и то, что составляет суть нашего бытия. Хотим отдать вам в руки. И нам очень не все равно, в какие руки мы это передадим. Хочется, чтобы это были настоящие, надежные музыкантские руки. От класса А я, конечно, приношу самые низкие слова благодарности нашим педагогам, которые столько потратили сил и энергии для того, чтобы сделать из вас музыкантов. В заключение нашей официальной части мы хотим еще выразить слова величайшей благодарности родителям наших выпускников, которые вообще мы жили удивительные,
совместной жизни, потому что это было действительно единение душ, потому что наши собрания проходили просто как вообще человеческое общение, прекрасное человеческое общение. Мы благодарим вас, дорогие родители, за то, что вы выпустили таких замечательных, таких воспитанных, таких, вы знаете, ну вот, наверное, не было выпуска, Людмила Михайловна согласится, вот более такого вот какого-то достойного, выдержанного, чем выпуск этого 1996 года. Я присоединяюсь к словам, которые сказала Ольга Федоровна. Также огромное спасибо родителям 12 Б-класса. Мы действительно прожили с ними все годы душа в душу и всегда друг друга понимали, какие бы у нас сложные ситуации не складывались. Я желаю всем родителям крепкого здоровья, прежде всего, потому что у них еще тоже впереди очень много лет с их детьми, чтобы у их детей все складывалось прекрасно. И еще я хочу уже последняя, вот наша торжественная часть заканчивается, пожелать еще раз нашим ребятам доброго пути, счастья, ну, всего, что можно доброго только пожелать. А сейчас мы заканчиваем нашу торжественную часть и приглашаем через 3-4 минуты на капустник, который приготовили 12 классы. Да, я тоже, а то я плохо. Так. О. Ну, вот только клочков мне не хватало.